Здравствуйте, уважаемые друзья, любители и поклонники передач телеканала «Варзиш». Совсем недавно завершились Олимпийские игры Токио 2020, и впервые в истории Таджикистана судья по боксу был включен в судейский состав Олимпийских игр Мансур Мухиддинов. Мансур, рада приветствовать вас у нас в студии. Уже почти месяц прошел с окончания Олимпийских игр. Чем сейчас заняты? Сейчас также работаю, все так же. По-прежнему посещаю тренировки, работаю. Сейчас все готовятся к празднованию 30-летия независимости. Также участвую во всех мероприятиях культурных и массовых. И очень рад, что такая знаменательная дата выпала как раз на проведение Олимпийских игр. Вы стали первым судьей по боксу в истории Таджикистана, кто судил и работал на Олимпийских играх. Как вы пришли к этому? То есть, насколько мы знаем, вы только до этого работали в африканских и европейских континентальных первенствах, которые были отборочными турнирами. И после этого вас пригласили на Олимпийские игры. Можно чуть подробнее по этому поводу? Да, отбор проводился... Вообще мой путь до судейства Олимпийских игр в качестве международного судьи продлился долгих 11 лет. В 2010 году, в июле месяце, я сдал экзамен первой звезды АИБа, который позволял обслуживать поединки международных соревнований высокого уровня. Но любительского уровня. Да, любительского олимпийского бокса. Это было, как я сказал, в Казахстане, в Астане, в городе Астана проводился турнир международный на призы президента Республики Казахстан Назарбаева. Там проводился экзамен, где я успешно его сдал и мне была присвоена категория международного судьи первой звезды АИБа. После этого через год меня пригласили на чемпионат мира среди юношей в 2011 году, где Асрор Вахидов стал чемпионом мира. Также после окончания чемпионата сразу же я отправился в Инчон на чемпионат Азии среди взрослых, также был приглашен туда. И там Анвар Юнусов первый раз стал чемпионом Азии. В этих двух турнирах я был приглашен в качестве международного судьи, нейтрального международного судьи, потому что когда ты приглашаешься, независимо от того, там присутствует твоя страна или не присутствует, ты являешься нейтральным судьей. Далее, вторую звезду АИБа я сдал экзамен в 2017 году в городе Атырау. Проводился также международный турнир, где проводился экзамен на 2 звезды. Также успешно сдал его. На протяжении с 11 по 17 год также множество турниров был приглашен и участвовал в качестве нейтрального судьи во многих турнирах. И приглашался, да. И в 2018 году последний экзамен, он считается самым высоким уровнем, 3 звезды АИБа. Экзамен проводился в Бангкоке. Я туда был приглашен после того, как удачно отработал на чемпионате Азии среди молодежи в апреле 2018 года. Наша команда поехала, и там девушка, Холова Едимо, она дошла до финала, удачно выступила, заняла 2-е место по итогам. Мое судейство тоже также было там отмечено неплохо. Я был определен как рефери одного из финальных боев. После этого пришло официальное приглашение на мою почту и на почту Федерации, что я официально приглашаюсь на сдачу 3-й звезды АИБа, от АИБа. Вообще, как происходит процедура назначения рефери именно на Олимпийских играх? Посредством жеребьевки идет жеребьевка. Жребий идет сейчас, в наше время, 20-21, конец 20 и 21 век, идет уже компьютерная жеребьевка. Раньше было немножко попроще, не в конце, а где-то в 80-х годах и в начале 90-х.
элементарно, там просто шары, там имена и в какую-то там это, и выбиралось судейство. В скольких матчах вы работали в качестве рефери ринга и в скольких в качестве боковых? Бокового судьи. На Олимпийских играх вы имеете в виду? Да. Именно на Олимпийских играх мне посчастливилось, вот судьба очень сильно помогла мне. И я рад, что 7 раз в 7 боях я был определен как рефери в ринге, в 7 боях олимпийского турнира. И 39 боев я судил как боковой. В общей сложности 46 боев, а в общем боев, если сейчас мне, по-моему, я не ошибаюсь, общее количество боев на Олимпиаде было 276. Давайте уясним один момент. Как происходит процесс определения победителя боя? Потому что очень много, как вы сами были свидетелями, Да. недовольств, Разногласий, критики, да, разногласий. да. И, как говорят, внутренняя судейская кухня в боксе, она такая очень неоднозначная. Да, естественно. Ну, сколько людей, столько и мнений, но есть общие критерии. Мы выносим вердикт в соответствии с общими критериями. И основное подавляющее количество судей являются в прошлом боксерами. И я тоже. Подавляющее количество данных Олимпийских игр в прошлом представители судейского корпуса были боксерами. И на этот момент очень большое влияние оказывали представители ITO и технический делегат. Они постоянно во время собраний нам напоминали, что вы также были в прошлом спортсменами, боксерами, и вы, наверное, тоже каждый в своей карьере помните, когда вы на 100% были уверены, но рука ваша не была поднята. Это очень горько для каждого спортсмена. И просили нас, каждый раз просили нас не допускать ошибок и определять правильно по критериям, в соответствии с критериями победителей. Ну, вот как? Один рефери Вот, в ринге, например, да. 5 боковых. Да, 5 боковых. И, Да. насколько мы слышали, 2 из 5 имеют преимущество над другими. Нет. То есть, либо 2 главенствуют еще. Нет ни у кого никакого преимущества друг перед другом. Каждый определяет сам победителя. Просто во время боя ты в соответствии с критериями, а их основных критериев это 3. Первое — это количество точных, легальных, то есть разрешенных, правильных ударов, и не просто вот тычков, не просто каких-то касаний, а у нас все-таки определяется победитель по ударам. В борьбе, например, там технические броски, технические действия, также у нас это присутствует, но у нас удары. И удар, достигший цели, именно акцентированный удар, является точным, и мы обязаны его принять во внимание и желательно вести счет. Это первый критерий. Второй критерий — это технико-тактическое превосходство соперника. В соответствии с правилами и с техникой и тактикой бокса мы определяем победителя. То есть удары должны быть, и техника его передвижений, защиты, все это включает в себя. Оно показывает, боксер на ринге или нет. По определенным правилам, да, каждый боксер, да, должен наносить удары в соответствии с правилами, разрешенными местами, да, кулака. Вот. И в соответствии с правилами только 3 удара присутствуют у нас. Это прямой удар, удар снизу, то есть апперкот, и боковой удар, по-английски хук. А прямой удар, он по-английски часто трактуется как джеб. Да, но критерии мы уяснили. Тогда давайте теперь более подробно остановимся на одном поединке, который вы сами смотрели, да, не работали в нем. Да. Бахадур Усмонов. Его второй бой против Эльнура Абдураимова из Узбекистана. Да. Напоминаю для телезрителей, что все 5 судей дали свой голос Эльнуру Абдураимову. Да. То есть единогласным решением судей узбекистанский боксер был признан победителем этого поединка. Но огромное количество людей
критиковали судейскую работу именно в этом поединке, потому что не должно было быть как минимум 5-0. Что вы скажете по этому поводу? По этому поводу я внимательно смотрел этот бой. Один момент. Бахудура подсудили или нет? Нет, ни в коем случае. Он проиграл бой. 5-0. 5-0 это вердикт 5 судей. Вот 5-0, их почему-то множество людей, да, выражаются так, что 5-0. Почему 5-0? Это решение каждого из судей. 5 судей, я еще раз повторю, 5 судей, да, дают оценку. И по итогам каждый выносит свой вердикт. Если у каждого судьи он проиграл, естественно, будет 5-0. Бой, я смотрел внимательно, бой был проигран. Белое надо называть белым, черное надо назвать черным. Этот бой был проигранный. Никаких там даже разногласий не было. Мое личное мнение, он проиграл. Лично мое мнение, еще раз повторяю, что он проиграл все 3 раунда. Лично я, если бы судил этот бой, я не дал бы даже одного раунда. Судьи 2 раунда определили в пользу узбекского боксера. По-моему, может все, но могу ошибаться, по-моему, не все судьи. Определили 1 из раундов в пользу таджикского боксера. Я внимательно смотрел, да, 3. 1, 2 был отдан представителю Узбекистана. Я внимательно смотрел бой, он действительно выиграл. И 1, и 2. И мое мнение, и 3 раунд выиграл. Но я как не специалист, поэтому я больше вам доверяю. Общее впечатление было таким, что 2, 3 раунд как минимум вел Бахудур. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Точность ударов и тоннаж ударов, очень сильные удары, акцентированные, достигшие цели. И так достигшие, что иногда, вот есть выражение, даже слепому судье видно, что такой сильный удар проходит, было в пользу представителя Узбекистана. И если вот за такой бой, знаете, я лично как являлся вот и являюсь тренером, за такой бой я бы вообще ничего не говорил. Не надо вообще даже ничего говорить, потому что видно же, что человек проигрывает. И... Тренер Бахудура Мирзушам Сиев высказался. Но это его личное мнение. Это его личное мнение. Он, естественно, тренер, во-первых, он не судья международной категории. Он видит всегда односторонне только своего воспитанника. А нельзя смотреть односторонне, надо смотреть на обоих. Ну, давайте представим, что Бахудур прошел бы Эльнура Абдураимова. Да. Откровенно. У него были какие-то шансы в этом? По-моему, вообще абсолютно никаких шансов не было. Я вот еще, вот как раз вы затронули тему, когда я увидел жеребьевку всех наших спортсменов, именно в нашем боксе, я говорил до этого, все будет зависеть от жеребия. Когда я жеребий увидел, я был, вы вот до этого упомянули, я был за месяц до начала этих Олимпийских игр, я был в Париже на европейском отборочном квалификационном турнире. Я просмотрел всех лучших боксеров. До этого еще был в Африке, африканцев видел. Американцев я не видел, но посредством интернета я смотрел, просматривал. Когда вышла жеребьевка, я сразу знал, что не будет медали. Без шансов? Да. Вообще, как в целом оцениваете выступление всех боксеров наших? Шабоса Нематулаева, Сеуша Загурова? Ребята старались, я не скажу, что ребята старались, но, понимаете, это долгий процесс. Это долгий процесс. Мое личное мнение, что не было сделано всего, что могло было быть сделано. Приведу в пример команду Узбекистана. У них всего лишь единственная медаль, но золотая, от Бахудур Джалолов. Супертяжелая весовая категория. Да, он был лидер, он чемпион мира, на него была надежда, и он оправдал. Но какая работа была проведена? Вы знаете, что почти за 3 недели до начала Олимпийских игр сборная команда Узбекистана приехала в Токио. Все было оплачено их федерацией. Они привезли туда 2 состава полных олимпийцев, которые прошли на Олимпиаду, и 2 номеров Узбекистана, для того, чтобы у них были партнеры. Чтобы они не потеряли чувство дистанции и не выходили из ритма.
Также все было учтено, чтобы прошла акклиматизация. Они очень культурно и очень правильно провели подготовку и подводку к важнейшим, крупнейшим соревнованиям. К сожалению, у нас этого не было и в помине. Не было сделано. Нормальные сборы не были проведены. Еще также сборная Узбекистана до этого еще, это был самый последний этап их подготовки, до этого они были на Кубе. Поехали специально на остров Свободы, им все оплатили. Также 2 состава поехали с тренерами, с массажистами, с врачами. Полный комплект? Да, полный комплект. Поехали, участвовали в учебно-тренировочных сборах вместе с кубинцами, которые, как вы знаете, 4 олимпийских чемпиона подготовили на этой Олимпиаде, и они являются лидерами мирового бокса. Естественно, стоя с ними в парах, работая, они какую-то уверенность обрели и вошли в тонус, в ритм соревнований, да, и уже это не надо даже говорить, что кубинская школа одна из лучших школ мира. Вот видите, какой процесс, объем работы, какие средства были затрачены для того, чтобы получить одну медаль. Одну, всего лишь одну медаль. О чем мы говорим сейчас вот здесь? О каком-то бою, который был проигранный? Не надо даже об этом говорить. А процесс, я вам говорю, да, если у нас не будет уделяться должного внимания именно спорту, у нас, возможно, еще долгие годы и ни одну Олимпиаду не будет никакого результата. Сейчас, вот, например, меня возмущает то, давайте я выскажусь, я не могу терпеть уже, я выскажусь на эту тему. У нас такой да, формат. Вот, да, вот такой формат, да, раз такой формат, я выскажусь. Красиво говорят слова о спорте, но почему-то мало внимания уделяется спорту. Не только в нашем, вот в моем личном виде спорта, во всех. Все страдают. Вот у нас 10 школ, я отношусь к школе номер 9. Да? Школа, специальная школа это Олимпийского резерва номер 9 по боксу, городская, общегородская. Нас 10 школ. Но почему-то, когда какие-то там субботники, какие-то мероприятия и эти утренние зарядки, всегда мы должны там присутствовать. Мы должны готовить спортсменов, мы должны давать результат, мы должны поднимать флаг Республики Таджикистан. А когда нас постоянно в 5 утра, в 6 утра будут, и везде только... Сейчас такое впечатление, что не нужен спорт. Нужен только лучший вот, работник спорта – это тот, кто участвует постоянно на всех общественных мероприятиях, на всех физзарядках, на всех субботниках. А что он добился, что он сделал для страны, уже никого не волнует. Это не должно быть так. И лично мое мнение, выражусь тоже, спорт должен быть отделен от молодежи. Почему до сих пор у нас присутствует комитет по делам молодежи и спорту? В других республиках уже поняли эту ошибку, и отдельно Министерство спорта расформировали эту организацию, отдельно Министерство спорта и отдельно Министерство по делам молодежи и туризма. Должно быть разделение, не должно быть такого. Спорт должен заниматься только спортом. Надо от спорта требовать только спорт, а не участие на всяких мероприятиях. Я не имею в виду это 30-летие, это мы все обязаны там участвовать, но эти зарядки, эти субботники, да, я понимаю, да, субботники я тоже хожу, но иногда наших вот спортсменов отрывают от места тренировки. Ну как? И лучших специалистов. И так уже мало специалистов осталось, почти все уехали, И вот это все растирать, потом это восстанавливать не одно десятилетие, 2-3 десятилетия нужно будет восстанавливать. То есть до сих пор таджикский бокс держится на кадрах Советского Союза? Конечно. Советская школа, она лучшая школа в мире. Не только в боксе, и в борьбе, в любом виде спорта, и в футболе, и это доказано, и в легкой атлетике. Надо базироваться, да, что-то, есть новые тенденции, есть новые направления, да, но школу, базу советскую нельзя терять. Нельзя терять эти золотые кадры, которые остались. То есть
всю вину валить на спортсменов, которые проиграли, нельзя. Нельзя ни в коем случае. Я поддерживаю всех спортсменов. Я вместе с ними летел. Всем им пожелал удачи. Всем пожелал удачи. Тимуру Рахимову, мое мнение, просто чуть-чуть не хватило вот удачи. Да, вот чуть-чуть удачи. Согласен. И немножко вот опыта, то есть по-нашему, по-таджики, таджиба, да. Вот не хватило ему опыта маленько, 30 секунд. Он был не слабее, он был физически сильнее, Да. но вот этого опыта чуть-чуть не хватило, и он немножко уступил грузину, который стал призером. Вы еще вроде как похвалили Сеуша Зугурова, которого Да. критиковали. Вот Другие я вам критиковали, вы похвалили. скажу, да, я вам скажу. Между прочим, да, пускай, да, этот парень, он получил квоту, но он выступил достойно. Мое личное мнение, он выступил достойно. Он проиграл непростому сопернику. Этот соперник, во-первых, был чемпион Франции, и я этого француза, он сам азербайджанец по происхождению, Да. но живет и тренируется во Франции. Очень сильный боксер. И мое личное мнение, этот боксер, должен был быть призером Олимпийских игр. В четвертьфинальном бою, там скандальный бой был. Вы дисквалифицировали, да? Да, рефери принял неправильное решение. Несмотря на то, что доктор разрешил продолжать бой, это за 5 секунд до конца второго раунда он принял решение. Повтор несколько раз повторил и показал, что было непреднамеренное столкновение головами, то есть не специально. Но он принял решение и показал так, что было преднамеренно, и дисквалифицировал спортсмена, который вел бой, первый раунд выигрывал. И он мог выиграть бой, а этот бой был выход за медаль, за полуфинал. В полуфинал ты уже медалист. Естественно, был скандал, и этого рефери отстранили и отправили домой. Кстати, не все рефери завершили Да. Олимпийские игры достойно, Да, правильно? да. Из 36, Да. 32 вроде. Да, дошли до конца. 32 дошло до финала. Так получилось, там у кого-то были серьезные ошибки, у кого-то не очень серьезные. 3 рефери были отстранены и отправлены домой. Вот. Я не буду называть фамилии, имен. Это неэтично. Но нас было 36. 36 судей. 36 судей. С первого дня были митинги, и они нам объявляли, что вы являетесь сейчас на данный момент 36 отобранными лучшими судьями в мире любительского бокса. Пожалуйста, не допускайте ошибок, пожалуйста, определяйте правильно и будьте честными. Ну, человеку свойственно ошибаться, мы же не роботы, но я не говорю, что преднамеренно. Кто-то ошибался, у кого-то грубо, у кого-то не очень так. 3 судьи были отправлены домой, отстранены. 1 был отстранен, но не был отправлен домой, он был отстранен в четвертьфиналах. Он присутствовал на соревнованиях до финала, но ни один бой не судил, и потом его отправили домой вместе с командой. Кстати, существует такая процедура, когда среди 5 боковых судей один выходит против 4. То есть его голос не Его мнение, соответствует. да. У меня были такие ситуации на Что Олимпийских происходит играх. в такой ситуации? Да, соответствующие наказания идут, да, есть наказание за это. По кодексу нашему, да, он пропускает одну сессию. То есть одна сессия включает в себя одну программу. Одна программа может быть дневная или вечерняя, или утренняя, или вечерняя. Обычно сессии Да. до обеда, потом после обеда до вечера. Я вам скажу, у меня было 2 боя, там все распечатки присутствуют в интернете, 2 боя 4-1 и 1 3-1. Но я свое мнение не изменяю никогда, я не поменял свое мнение. Первый бой, когда я попал в 4-1, это был бой Российской Федерации и Замбия. Мое личное мнение, замбиец выиграл все 3 раунда. Он был физически сильнее, доминировал на ринге. Там, кстати, третий критерий я не назвал. Третий критерий у нас доминирование. Доминирование, оно включает в себя такое понятие, как вот... Центр ринга? Да, ну, давление, да. Вот человек, который хочет выиграть, он идет вперед и показывает, что он ищет победу, ищет боя. Да? И как бы дух победителя. Я внимательно смотрел этот бой. 4-1, да, мое мнение было в пользу Замбии. 4 судей дали Замковому, это Замковой. Он, кстати, дошел до полуфинала, но
Мое мнение, это был первый бой, он проиграл. Так, что случилось? В этот же день, ну, я подумал, что все, ну, на следующий день не буду работать. Там у нас в судейской комнате есть такое большое пространство было, и за монитором, также вот монитор большой стоял, мы смотрели, наблюдали за боем. За монитором было место, и вот по нашей традиции национальной, и у японцев, кстати, эта традиция присутствует вообще тоже. Я просто лег, ну, решил отдохнуть там за монитором, за это. Ну, думаю, наверное, сегодня мне одну сессию пропустят, да, ну, прилег, немножко прикимарил, вот, глаза закрыл, ну, думаю, не пасай, потом выходит элеватор, и слышу, это, кричат уже там, Мануэль. Элеватор это? Да, элеватор это вот, короче, оценщики, и помощники главного судьи, да. И говорит, Judge number one, Таджикистан. Мануэль бежит, судья из Аргентины. О, Мансур, будет меня, Мансур. Come on, говорит, тебя вызывают. Я говорю, как? Потом, когда я вышел, отсудил, я обратно иду, меня подозвали и сказали, говорит, вчера у вас, ну по-английски сказали, вчера у вас был результат 4-1, да? Говорит, это не 4-1, это 4-2. Потому что каждый бой, в каждом бою были оценщики, то есть элеваторы, которые помощники главного судьи. В каждом бою их 2 человека. Один оценивает работу боковых, он также смотрит бой и выносит по каждому раунду свои оценки. Его оценки в соответствии с моими были. Он сказал, я тоже все 3 раунда дал Замбии. Говорит, так что это не волнуйтесь, это не 4-1, это 4-2. Мое мнение совпадает с вашим. А если вот 4-1, да, в бою, да, и ваше мнение также не соответствует с элеватором, то есть даже и ваши коллеги, и элеватор тоже такого же мнения, то тогда будут наказания, могут отстранить на одну сессию вы не работаете, но потом другую сессию работаете, потом второй раз повторится на целый день. Третий раз уже могут на несколько дней, а если каждый день повторяется, могут вообще отстранить от турнира. Если так рассматривать ситуацию, которую вы только что описали, существуют команды, которым отдается предпочтение со стороны судей, нет? Нет, ну, я лично такого не видел. У нас был очень сильный надзор за нами. Каждый судейский столик, 5 судейских столиков, вот прям вот так вот на меня, мини-камеры смотрели на нас. Наблюдение было за нами, тотальное наблюдение. И, как вы знаете, наш турнир проводила организация Boxing Task Force, которая была сформирована из представителей Международного олимпийского комитета, то есть МОК, Международный олимпийский комитет, он проводил турнир именно по боксу. И я вчера буквально прочитал, да, в интернете, что в Париже также будет. АИБА до сих пор не разрешили проводить олимпийский турнир, как я вчера прочитал в интернете. И в Париже в 2024 году также МОК будет проводить. Настолько все серьезно. Очень серьезно было. И насколько хорошо оплачивается эта работа на Олимпийских играх, если сравнивать, например, с другими соревнованиями? Ну, по нашим меркам хорошо. Ну, многие иностранцы, мои друзья, вот и русскоговорящие азербайджанцы, на Олимпиаду попали, так мало платят. Ну, не знаю, для меня нормально. Сколько? $100 в день оплачивается рабочий день, и как только ты прилетаешь с дня приезда и до дня отъезда, нам посчитали 21 день. У меня было 3 недели. 3 недели я присутствовал там. Вот. Ну, 22-й уже улетел, но они все равно нам, Международный олимпийский комитет обязал оплатить нам работу Федерацию бокса Японии. И она заплатила нам в иенах по курсу 10 тысяч. Нет, 222 тысячи йен. Это будет 2200 долларов. 2200 долларов? Да. А на других международных соревнованиях сколько платят? Также вот чемпионат мира я тоже участвовал в Екатеринбурге. Каждый день был оценен работой в $100. И
У нас получилось почти 14 дней, нам $1300 заплатили. Ну, то есть За каждый день. За каждый день, да, по 100 Плюс-минус во долларов, всех да. соревнованиях Да, да, одинаково платят. да, да. Судьи. А простые турниры, например, класс высокого уровня, когда проводит Азиатская конфедерация или АИБА, да, но не чемпионат мира, например, континентальный чемпионат Азии, оплачивается по $50 в день. Но, естественно, когда тебя приглашают, все расходы на себя берет приглашающая сторона. Проживание, питание, транспорт до места проведения соревнований, обратно, все. И там, естественно, какие-то, может, презенты, какие-то специальная форма, например, на азиатских играх, на Олимпиаде. Вот форма, в которой я сижу, да, это также была выдана там. Очень красиво, кстати. Спасибо. Давайте теперь перейдем с вашей судейской карьеры непосредственно к вам лично. Вы ведь по первой специальности историк. Да. Как так получилось, что путь историка сменилась путью боксера, тренера, а затем и судьи? Ну, вообще, вы знаете, Его Величество боксу, этому спорту, да, благодаря которому я состоялся как человек, как личность, я благодарен очень. И я отдал 30 лет своей жизни. 30 лет, ровно в этом году исполнилось 30 лет. Как я пришел в зал бокса в январе, я помню, где-то 5-6 января, после Нового года, да, в 91 году, тогда еще был Советский Союз. Мы жили в другой стране, в Советском Союзе. Я пришел в зал бокса, мне понравилось, я так и остался. До этого я 4 года занимался футболом в детской юношеской команде. Ну, как-то вот детское мышление, мне казалось, команда когда выиграет, все выиграют, да, а когда единоборство, там бокс или там борьба на пьедестале, ты один сидишь. Все лавры. Да, ты один стоишь, да, человек. ты один выиграл, ты чемпион, а там все чемпионы. Может, ты даже на замене сидел, не выходил, но ты все равно, ну, как-то, ну, детское мышление. И мне больше нравилось вот единоборство. И я пришел, я остался в этом зале, и я благодарен судьбе. Вот, и первая грамота, которую я выступал в чемпионате города, там, недовесом даже, у меня была в грамоте написано за первое место в городских соревнованиях среди возраста младших юношей Таджикской ССР. Я очень горжусь этим, что мои наставники были представители советской школы, вот, педагогической, советской и тренерской школы, что они нас так воспитали, и мы стараемся также придерживаться, продолжать этот путь. Потом, вы знаете, я поступил в 1996 году, я поступил в университет, Славянский университет, да, он открылся, тогда недобор был, и я как-то там, знаете, я остался. Я до этого в 95-м поступил в физкультурный. Физкультурным я уже отучился год, и меня друзья повели, говорят, вот там недобор, давай пойдем попробуем, ничего не теряем, если даже... Но я уже там на то время был мастер спорта, чемпион республики, 48 килограмм, первым номером республики. В 95-м году я выиграл чемпионат во Дворце спорта, выполнил разряд мастера спорта. И, ребята, поступил без экзаменов в физкультурный, отучился год, уже учился, и в 96-м ребята говорят, давай попробуем там что-то, недобор, что ли, в славянском, вот там филология, история, а я историю, гуманитарные предметы мне хорошо, и культурология, на 3 предмета было недобор, говорят, вот там дополнительно, короче, экзамены сдают, давай попробуем, пойдем. Я говорю, пошли. Они меня повели. Они провалились, а я прошел. Потому что с детства я у всех преподавателей истории я был любимчиком. Мне нравился, вот гуманитарные предметы мне очень хорошо давались. Биология, зоология, география, история. Мне все кроме математики. Да. Математику мне просто не нравилось, мне вот долго сидеть там считать. Я могу это считать, неинтересно, душа не лежала. А вот гуманитарный любил, и гуманитарий вот я прошел и остался, и 5 лет отучился, получил красный диплом. Кстати, ровно 20 лет, еще знаменательная дата, ровно 20 лет назад я закончил Российско-Таджикский славянский университет с красным дипломом. Вот. И, параллельно я занимался, уже ездил, в 97 году очень много ездил, показывал результаты, потом... И когда закончил, уже надо было выбирать либо спорт,
либо, вот знаете, либо работа, да. И я выбрал спорт, но как работу. Я перешел на тренерское, в 2001 году я закончил свою карьеру, перешел уже, последний раз выступил на соревнованиях вот, в Ленабаде, в Хамзалиево, и после этого я уже окончательно решил, что все. И параллельно я тренировал, помогал своему тренеру, детскую группу набрал, тренировал, там всегда были у нас. И работал, и тихо-тихо, постепенно вот так вот вник и ушел, и остался, и я не жалею. А почему так рано повесили перчатки? Всего 10 лет. То есть в 91-м начали карьеру, в 2001-м... Да, 10 лет, да. Мне тогда было 24 года. В принципе, я был тогда в расцвете сил. И, возможно, попал бы на Олимпиаду как спортсмен. Это была моя мечта, это мечта каждого спортсмена. Но просто финансовое положение трудное. Родители год от года, естественно, они не молодеют, они становятся старше, надо было помогать. И гордость не позволила просто висеть на шее у родителей как медаль почета. Вот. Хоть чем-то решил помогать. Работал. Сначала было трудно, 5 лет, очень трудно. Больших денег не зарабатывал, но работал. Энергии было очень много. Я закончил карьеру мастером спорта международного класса. Еще какие-то подработки были? Да. Да, иногда там грузчиком там подрабатывал, там, и что только не делал. Ну вот, ничего страшного. И работал, и подрабатывал где-то что-то, и помогал семье, и потом получаться начало где-то через 2-3 года работы. Уже у меня начали появляться хорошие ребята, становились чемпионами республики по юношам. И я понял, что это мое, и остался. В качестве боксера, какое свое достижение вы считаете самым важным и значимым? Потому что у вас международных достижений значится 2. Да. Бронзовый призер Западноазиатских игр и в 1997 году 2 место в Кубке президента Узбекистана. Вот его я считаю самым, потому что там были Кубок независимости президента Узбекистана в 1997 в апреле месяце. В апреле месяце проводился в Андижане. Там, естественно, узбекская сборная, она на тот момент была одна из сильнейших сборных в Азии, и казахская. И Казахстан, Узбекистан, там Индонезия приехала, Киргизстан, вот мы, таджики, потом иранцы были. Очень сильный турнир был, и я смог там дойти до финала и боксировал с финалистом чемпионата Азии, а потом в будущем он чемпионом Азии стал, Алишер Рахимов. Он у них был лидером, первым номером. Я уступил ему по очкам, да, но старался, на равных вел бой. 1 раунд, ну в конце еще, тогда 5 раундов было по 2 минуты, в конце тоже не сдавался, я почувствовал, что проигрываю по очкам, но до конца работал. И я считаю, вот этот вот первый мой такой вот успех, где я поверил в себя и понял, что я могу достичь многого. Но вот это, еще раз повторяю, финансовое вот это положение, жизненные проблемы, трудности повлияли на то, что я рано закончил карьеру и не попал как спортсмен, но судьбой было предрешено, что я не опустил руки, продолжал и попал на Олимпиаду в качестве судьи. И вот в этой связи я вот также хочу вот сказать еще раз, да, что вот ребята, да, они все трое дрались, конечно, да, работали, хотели выиграть, но чуть-чуть, немного. Каждый вот именно вот в этой Олимпиаде. И Шабос Нигматулаев, и Баходур Усмонов, и Сио Вурзухуров. Естественно, глаза горели, они хотели выиграть, но белое надо называть белым. Не, молодые еще. Черное надо называть черным. Впереди Париж. Да, к сожалению, да, не было сделано на должном уровне всего о чем я говорил до этого. И они, на этот момент они оказались слабее. Прямо сейчас, как обстоят дела с судьями в Таджикистане? То есть вы пока что, да, насколько я знаю, единственный судья олимпийской категории. Ну, олимпийской категории, да, но, понимаете, но я не единственный, я единственный олимпиец судья, да, вообще за историю, да. В боксе за историю никогда в жизни не было. Есть еще судьи? Да, есть у нас судьи, да, вот судью 3 звезд вот получил у нас Акмал Абдулоев.
Буквально, вот вы знаете, буквально где-то 2 месяца назад, да, 2 месяца назад, 2,5, да, вот 2,5 месяца назад проводился вот турнир как раз, да, вот чемпионат Азии. Он проводился в Дубаях, по-моему, да, в Дубаях, среди взрослых. Там объявлен был экзамен о том, что можно сдавать на третью звезду. А Акмал Абдуллаев, он как раз в 2018 году, когда я сдал третью, он сдал на вторую. Вот. И федерация его рекомендовала, он был отправлен и вот не оправдал надежды, сдал экзамен на 3 звезды, он тоже также судья 3 звезд. И имеет право, а судья 3 звезд это high level, он имеет право обслуживать чемпионаты мира среди взрослых, Олимпийские игры, олимпийские квалификационные турниры и Олимпийские игры среди юношей. Но для этого тебя должны отозвать. Просто так ты туда не можешь поехать. Тебя должны вызвать. А вызывают посредством твоей работы. Оценивают твою работу. Если представители проводящей организации, да, например, если АИБА проводит АИБА, если Международный олимпийский комитет, а Международный олимпийский комитет считают, что твоя работа соответствует, они тебя вызывают. Отлично. Мнение. Кого считаете лучшим таджикским боксером за период независимости Республики Таджикистан? Ну, за период независимости. В любительском или профессиональном боксе? Таджикский боксер. Хорошо. Вот и в профессиональном сейчас тоже у нас появились ребята, хорошие ребята. Вот, Сангинов? Нет, вот Йокубов там, да? Йокубов, да, Мухаммад Худжа Йокубов. Мне нравится этот парень. Во-первых, молодой, очень правильный и очень грамотный профессиональный менеджмент. Его правильно подвели к основным боям за титул. Он по любителям, я его не помню, он почти вообще абсолютно не боксировал по любителям, может в детском возрасте. Вот сразу же, как я понял, представители этого боксера, они поняли, что у него будущее не в любительском, а в профессиональном. Они его отправили в Россию, где он этап подготовки именно к профессиональным боям проходил. Потом Шавкат Рахимов, тоже очень хороший наш профессионал. Сейчас вот они среди профессионалов 2 лидера. Я еще раз подчеркну, только они. Это Шавкат Рахимов и Мухаммад Худжа Йокубов. А с какими... с любителей, вот теперь с любителей давайте. Вот это я профессионалов сказал. А вот, кстати, Шавкат Рахимов, он и в любителях неплохой, очень хороший парень был, но по всяким причинам он не попал на Олимпийские игры 2016 года, хотя он мог попасть, но некоторые из наших тренеров недолжно отнеслись к своей работе и не смогли обеспечить его участие. Ладно. Что означает недолжным образом отнеслись? То есть, что нужно было сделать, не сделали. Что? Элементарно нужно было там отправить его документы. Последний квалификационный турнир был. Он имел шанс там попасть и взять квалификацию. Но на тот момент ответственные тренера не отправили должным образом документы, и он остался без Олимпиады. И потом он решил уйти профессионал. И я считаю, сделал правильно. Сейчас о нем знают все. Он представляет Таджикистан. Он уже претендент на очень сильные чемпионские пояса. Получает неплохие деньги. И я считаю его выбор правильным. Среди любителей теперь. Среди любителей вот первой звездочкой, естественно, первой звездочкой был Асрор Вахидов. Тоже сейчас по профессионалам боксирует. Вот. Он, кстати, тоже сейчас неплохо идет, но все равно лидерами, я считаю, Мухаммад Худжу Якубова и Шавката Рахимова. А любителей? А любители вот так, да, Вахидов, потом Анвар Юнусов тоже, он чемпион Азии как-никак и участник 2 Олимпиад, это большой результат, это его достижение. Вот. Это не отнять, это история уже. Вот так, и еще, так, сейчас, дайте мне. Вот, по-моему,
Ну, естественно, Маузначо Рива — это наша звезда. Это в женском боксе она вот просто вот показала, что женский бокс имеет право на существование в любой стране. Бронзовый призер Олимпийских игр — это слово из песни, как говорится, не выбросишь. Она молодец, она выполнила. Вот эти 3 человека, 3 представителя в любительском и 2 представителя в профессиональном. А с какими проблемами сталкиваются таджикские боксеры, которые хотят перейти из любительского бокса в профессионалы? То есть какие барьеры стоят на этом пути? Все зависит от менеджмента, от хорошего менеджера именно в профессионалах. Один момент. В начальном этапе нужны хорошие инвестиции или нет? Обязательно. То есть деньги. Обязательно. Элементарно. Элементарно нужны деньги. Вот есть у нас хорошие ребята, вот даже вот Шабос Нигматулаев, да, пусть вот не получилось показать результат среди любителей, там высокий результат среди взрослых, да, по молодежке он показывал хорошие результаты, и призером чемпионата мира был, чемпионата Азии был финалистом, да. Но по профессионалам, да, вот и он может претендовать, например, да, и Бахудур Усмонов может, но все зависит от менеджмента, от денег. Там большую роль профессиональный бокс, само слово профессионал, это их профессия. Естественно, от слова даже, да, professional, там говорим Ленин, подразумеваем партия, да, по советским критериям. Мы говорим профессионал. Второе — это деньги. Там все решают деньги. Все зависит от денег. Перед тем, как зарабатывать большие деньги, нужно тратить большие деньги. Естественно, если ты их не потратишь, откуда ты их заработаешь? Как ты их заработаешь? Ну вот представим, почему представим? У нас есть таланты, хорошие боксеры, молодежь. Да. Но семейная, скажем, финансовая составляющая им не позволяет тратить большие деньги. То есть среднее обеспечение. Откуда находить инвесторов? Как налаживать контакты? Должна работать система. Олимпийский комитет, Национальный олимпийский комитет, комитет по делам молодежи и спорта, который, я надеюсь, когда-нибудь я увижу в ближайшем будущем, что будет расформирован и будет преобразован в Министерство спорта. Будут заниматься своими прямыми обязанностями и поддерживать талантов. Именно с детского возраста. Организовывать учебно-тренировочные сборы. Организовывать академии в любых видах спорта. Вот академия футбола есть, мы знаем, да. А почему нет академии, например, в боксе? Почему нет академии в борьбе? Почему нет академии в легкой атлетике? Почему нет? Эти академии будут находить таланты, их обязанность. Вот эти таланты, еще вот, когда они еще в детско-юношеском возрасте, их вести к цели. Какая цель? Самая ближайшая цель, вот самая высокая цель — это Олимпийские игры. А это процесс 10, 15, 20 лет. Понимаете, это жизнь спортсмена, она коротка, она зависит от цикла к циклу. Цикл, как мы знаем, 4 года. Но за эти 4 года все возможно. Может человек заболеть, может получить серьезную травму, может вот точно так же, вот, жизненные обстоятельства. Он просто вот сирота, сагыра. Его надо кормить, да. Например, нет отца или худоничон от тебя, да, вот чтобы не приведи Аллах, да. Вот нет отца, надо помогать. У нас вот сколько в моей тренерской карьере, вот я вижу у каждого тренера, я уверен, вот мы вот по своему опыту видим, вот этот мальчик всегда, когда ко мне приводят, да, говорит: отец, мать приводят, там родители, бабушка, говорят: Орзу, умет дорам, да, вот я так мечтаю, чтобы он вот такой, там, вы знаете, он такой старый, он будет, да, он будет. Я говорю, я сразу ему отвечаю: если не бросит. Я говорю, будет, я вижу, да, будет, да, вот я вижу, да, есть задатки, есть, да, хороший мальчик, я вижу, да. Или девочка там пришла, да, хорошая, да. Я говорю, да, будет, если не бросит. А вот это если, это многоточие, там возможно все. Жизненные проблемы, какая-то ситуация, травма, все возможно, если не бросит. Потому что это жизнь.
Ближайшие планы? Ближайшие планы работаю, также работаю, ничего, все так же. Вы знаете, приехал, да, с Олимпиады, но как-то вот такое душевное спокойствие. Так долго к этому шел, иногда ночами не спал, переживал, да, все, думал, как бы не подвести, чтобы также не дисквалифицировали, не отправили Душевная домой, да, да, удовлетворенность. все переживания. А теперь все прошло, и сейчас такое душевное равновесие и спокойствие, что даже сам не знаю, ничего, каких-то больших планов нет. Ну, надеюсь, что оценят, надеюсь. А так, сам для себя многого не хочу, ничего не хочу для себя. Просто работать но желательно, если бы для детей, именно для моих детей, для моей семьи что-нибудь было бы сделано, я был бы рад, потому что я до сих пор живу на съемной квартире. У меня, кстати, нет жилья. Да, вот так. Ну, надеюсь, все улучшится. Надеюсь на это. Надеюсь. Мне, я еще раз повторю, ничего не нужно. Обычные условия, крыша над головой, которой пока нет, возможность работать, просто работать, чтобы никто не мешал, работать. Я очень люблю, я просто обожаю работать с детьми. Потому что приходит к тебе ребенок, он как ангел. Как ты его слепишь, как пластилин, как ты слепишь, так и пойдет. Вот приходят дети, они дети, все дети, не бывает плохих детей, не бывает. Дети все ангелы. Все зависит от того, как ты относишься к ним, как ты с ними работаешь и как ты вкладываешься в эту работу. Если ты, например, нехотя, то также нехотя и вырастет. А если что-то видишь, и не надо забывать, всегда, когда работаешь с ребенком, иногда, не всегда, чуть-чуть, немножко, надо опускаться на их уровень мышления, так, потому что это же дети, у них должно быть детство. Они другими глазами смотрят на мир, широкими глазами, верят только в добро. Вот это добро им надо прививать. Лучшее пожелание, лучшие слова, наставления для юных тренеров, которые только-только начинают свою тренерскую карьеру в боксе. И я очень надеюсь, что мы вас увидим в Париже Иншаллах. на следующих Олимпийских играх. Надеюсь на это. Да. Надеюсь на И это. мы вас благодарим за столь Спасибо хорошую беседу, за экспертное мнение в разных моментах. Да. Очень много чего уяснили. И я надеюсь, что таких бесед у нас будет еще больше впредь. Надеюсь также. Надеюсь. Уважаемые друзья, на этом наша передача подходит к концу. Напоминаем, что у нас сегодня в передаче был судья олимпийской категории по боксу Мансур Мухиддинов. Увидимся в следующем интервью. Берегите себя.